Если говорить о раннем детстве, 3 картины у меня перед глазами. Первое – это после войны, такое довольно еще время с большими ограничениями. Семья большая, отец, мать с семьей, с братьями, сестрами. Они остались в Летке. Меня переправили к бабушке в деревню Гарья. Это где-то 200 с чем-то километров к бабушке. Ну вот. Но мне это как-то в раннем детстве всегда тянуло к отцу, к матери. Бабушку-то я сначала не признавал. Первый день я где-то шумел, очень переживал. А потом смотрю, толку нету, замолчал. Потом я как-то и привык, стал жить. И даже понравилось. Но и забегая немного вперед, когда-то через сколько-то лет меня вернули в Летку, и я там уже не признавал отца и мать, и по кузову машины бегаю, хочу к бабушке, хочу к бабушке. А тут такое дело. Конечно, в Гарье жить и на рыбалку не ходить, это и не знать деревенскую жизнь. На рыбалку я много ходил. Однажды у меня дружок был, цыганской семьи, он рос Николай, фамилия Телега, отец у него Адам, конюх был у нас. Вот с ним на рыбалку мы ходили. Однажды всю ночь, а я бабушку не предупредил. Она, оказывается, всю ночь-то переживала. Она взяла у меня этой рыбы и через крыльцо оттуда в мусор выбрасывает. Весь лов мой ночной. Ну и еще, что я помню, первые школьные годы, что ли, вот дружок у меня, Адам Коль, мы его называли, Адам Коль. Я попал под ее влияние. Иногда вот сидим, какой-то урок, а он опять меня толкает. Ну, цыганская кровь в нем. Слушай, Володь, давай так. У меня отец конюх. Пообещали на конюшню, он нам даст по седлу, лошадь и 2 седла. И мы, значит, куда-то вверх посузали, в лес, погоняем. Мы все на лошади и это, поскакали. С детства я много читал. В школьной библиотеке. Это страсть у меня была. Мать подойдет, у меня брат Юра был, мы ложимся спать, у нас своя комнатушка была уже, значит, и под подушку еще несколько книг. Смотрим, 10-11 часов, мы еще не спим, мать заходит, поругает нас, отберет книги, уйдет, ждем минут 5, таскаем запасные книги. Я очень много читал. А потом отца по роду работал на партийной советской работе, да, переводили откуда-то. На Югыгод я учился в Коби школе. Все предметы на каком языке. Биология, география и так далее, и тому подобное. Вот таким образом. И начал писать-то на каком языке. На каком языке. Это естественно. Ну и перевели из Выгода, затем княж Погост, сейчас город Емва. Там года 2 я учился. Там русские школы были, русская школа. И первая симпатия там, Лена, тоже русская. Учиться я там хорошо в основном. Вот таким образом, это можно сказать, мои детские годы. Ну вот и день стал новый. Есть возможность поработать. Может, Бог даст, что-то получится, а может и нет. Это тоже результат, из этого не обойтись. Главное, вперед. Там видно будет. Восьмого класса именно, объявление тогда за Новый Север, это было, что производится прием Печорской речной техники. А девочка, тогда еще девочки, конечно, все были подростки, не очень обращала на меня внимание, не очень. Я решил, одно другому не помешает. Во-первых, романтика, речник.
Я видел пароходы, романтика. Во-вторых, дают форму, клёши, которые застегиваются по бокам, черные клёши. Тельняшки, тельняшек существует зимние, демисезонные, летние тельняшки. Юйс, три полоски знаменитые. Фуражка с кокардой, печник. Да и ремень тоже, с якорем. Думаю, вот когда я появлюсь в таком одеянии, да здесь еще первый курс. Одна полоска угольник, вторая и четвертый курс аж 4 золотом таким отливает. А оттуда ребята были со всего Союза тогда, Союз. У меня друг был из Алтая, из Бийска. Самый различный народ. Самый, отпетые иногда. Они шли в Печору речной, это романтика другого рода. Но я поступил. Я помню первый урок, физик, пожилой, умный. У меня к нему вообще хорошее отношение и взаимно, в общем-то. Николай Захарович, да. 1 сентября ходит между рядами. Откройте ваши конспекты. Там еще ничего нету. Мы открываем. Напишите 1 сентября 1954 года. Написали. Все. Первая тема такая. Электричество. Не спеша, он говорит. Написали. Подчеркните снизу. Эта тема. Все подчеркивает. Он ходит по рядам. А ты что не подчеркнул? Подчеркни. Вопрос такой с красной строчки. Что такое электричество? Написали. Вопросительный знак поставьте. Поставили. Дальше пишите так. Этого никто не знает. Вот с этого мы начали. Ну вот. Ну и начали учиться, что мы-то узнаем, что значит электричество. Я 4 года проучился и плавал на судах речного флота, но там я тоже писал. Но там я писал на русском языке. Только помню, вот на 4 стиши я рассказываю о экипаже парохода, все о речниках, о навигации и прочее. Помню последние 4 строки. Пойдут суда, волнуя воду, из труб взметнется ввысь дымок, рукой помашет пароходу простой советский паренек. И оттуда приказ из военкомата в армию. А я почему-то попал в 43-ю армию дальней авиации. Я был электрик бортового отсека, 4 квадранта там, за все эти приборы. Мы хорошо выучились, вызубрили все контакты, все это дело каждый день по 3-4 занятия. И вот я помню последний день, почти, да. У меня билет в кармане, на вокзал, еду в Коми Республику. Поэтому лег на кровать, гимнастерки во всем. Думаю, если старшина застукает, он уже мне наряд не даст, некуда, вот у меня уже билет. Все. А ребята, у нас всегда было это. Там давали немного спирт, чтобы контакты подмазать кисточкой. На русский, тем более советский солдат, он всегда был смотрливый. Че лить-то? Кисточкой там. Чуть-чуть, все, не знаю, мазнет, и все, ракета никуда не денется, полетит. Ну и чуть-чуть все выпившие перед расставанием. Ходят из кубрика в кубрик, у нас в отдельных кубриками жили. Есть у нас поэт один, который у нас что-то написал. Да вот есть Стивенс со второй батареи ракетной. И ребята на меня накатили все волной. Давай пиши. Я говорю, когда успех? Ничего знать не знаю. Логично их уже не победить. Они что, значит, заперли меня в коптерке, налили мне первый гонорар авансом, полстакана разведенного спирта, кусок хлеба и небольшой кусок трески. Ну ладно, я, значит, сел, работаю, спешу, у меня билет, это все, мне времени нету. И стихи я сейчас прочитаю, которые я написал 50 лет тому назад. 50 лет тому назад. Ребятам из 43-й армии дальней авиации. Так официально называется. 43-й армия. Я служил в 43-й армии, потому что любил все новое. И приказ, выполняя с парнями, только с песней ходил в столовую. За морями под свист фантомов
намекали на мощь президенты. Мы смотрели на мир с эшелонов и багаж прикрывали брезентами. Ковыряли пески лопатами, молча чистили автоматы. Для себя мы были ребятами, для других мы были солдаты. Я люблю вас, громилы тощие, современники Хемингуэя, в мировые идеи вросшие, все решающие, не краснея. Меру резкие и тактичные, отвергающие громкие фразы, некрасивые, симпатичные и влюбленные в разные джазы, восхищенные в модных журналах, пусть там несколько все иссужено, от экзотики Сенегала до прекрасных ножек француженок, осмотрительные, как дьяволы. Это вы, современные парни, гнали к черту старье и корявые. Я служил в 43-й армии. Такой стих переписали. Но все-таки благополучно, с приключениями, конечно, я приехал в Коми. Поступил в пединститут, учился, кончил. Диктант я писал, не скажу, что лучше всех, но в числе лучших. Я знаю русский язык, грамматику знаю. Да, а коми язык, может быть, я знаю хуже. Может быть, я там ошибки больше сделаю. Но коми язык-то у меня здесь. Русский здесь, а коми здесь. Так получилась первая книга, первый сборник. «Дороги дома», первая книга. Далее «Лицом к людям», «И один с людьми», поэзия. И поэзия это на сегодняшний день. Вот это Мича Йома, «Красивая ведьма», Владимир Тимин, «Звезды севера». Это уже достижение такое. Забавный случай я такой вспомнил сейчас в процессе. Когда первый раз я принес в бою уходим стихи, сидели Иван Вавилин, наш классик, и Альберт Егорович Ванеев, народный поэт, он уже ушедший из жизни. А Ванеев читает, Вавилин смотрит, один стих она прочитал, и под ноги в урну хуп, второй лист читает, под ноги хуп. Я говорю, да у меня больше не остается, 4 или 5 было. Молчит, сурово. На одном остановился листе, пойдет. Еще один оставил. Это было начало 60-х годов. «Старая лошадь» называется стих. Этот стих был принят. Ну вот, а свое последнее стихотворение Альберт Егорович мне подарил с надписью «Володе Тимину, которого люблю, и стихи которого тоже люблю». Альберт Ванеев. Вот такой вот сумный. Он же кидал в урну мои стихи. И он же твою поэзию и тебя самого. Ну, это динамика какая-то, никакая. Таким образом. Потом, значит, с течением времени постепенно меня стало тянуть к прозе. Но до этого я писал, и сейчас еще стихи я пишу. И на коми языке. Почему? Потому что это предки, наши предки, за тысячи лет, за много тысяч лет, наши корни у всех там, они подарили нам эту землю, наши предки подарили нам язык. И мы должны его сохранять. Мы ответственны перед историей, перед нашими же дедами. Они нам доверили это. И мы должны оправдать их доверие. Интересно, что многие начинают писать, особенно если мальчик, парень влюблен в кого-то. И любовь это, невзаимная. И девочки тоже. И они начинают писать. Не зря, когда я преподавал 10 лет в летнем университете юных филологов, я им говорил о том, что любовь бывает счастливая, а несчастливой нет. Потому что даже если тебе без взаимности, это тебе больше принесет даже пользы, чем счастливая любовь. Почему? Потому что искра у тебя поэтическая, ты будешь выражать себя средствами поэзии, а может быть отсюда и родится поэт. Вот в какой-то школе меня спрашивают именно, может быть, так же, как вот я сразу почувствовал, что я поэт. Вот этот рубеж. Читал свои стихи, а потом дети. А в эту школу пажинскую пошли вместе с отцом. Отец был председателем пенсовета Китовыгани перед пенсией. Мы пошли туда. Отец весь день делал изгородь, топор в руках держал. Я читал свои стихи, он слушал. А вот там какой-то
парень, мальчик, старшеклассник. Скажите, вот что обращаются, как ваш сын стал писать, как он стал поэтом? Вот неожиданностью отец стал так, прохаживаться с конца в конец, ничего не может сказать, потом руку, не знаю, когда рос он нормальный был, это не так получилось. Вот это я запомнил. Mâila musamem comimus, jujut parmas, sâctăv iuăs, gașcă sâvăs namăitan ciujii, muas îțdădla, câgi cuja, câmte cotravli zarni vărăd, tăde iomacăiem, ozvărăd, văvli batmamlă musa pien, gașcă mus mem dona sien, iurși tăt tăm șap de cudel, păce șeravles abu muger, Lun văvias găgăr pârgarce, iu să spor vâlăvăli varcea, corcă râd corul petlicălă, necod voi puchea să-și ezălăd, să mânciui măvli iăla și-și, gașcă mus mem dona să-și. Voi svoina ca dâgăt grăzăn, șictăși mulisnă medbur iăzăs, anias vașcăt ce vlisnă gușan, talul parapăti uși, jasnăi să călias, ujat cănăști. Конер дываяс, кымыныныш. Шогыс, чыглуныс, тавыс шорлыс, гашкы тавыс надона муыс. Сеша йогыт кат кисамытчис, быд мимразалем коди кытче, ашнем петем кыттыттым шыры. Озвун шикцай сагажа нырыс, горца пывшаныш чугун горьес, чыскыт туру навекни борьес, куття войясыс, сыктыв юыс, небыт шылыма. Коми муис. Вот, когда я смотрю на муравейник, я восхищаюсь. Они неутомимые. Кажется, никогда не устают. С утра до вечера они так копошатся, но для себя они делают очень нужную работу. Они благоустраивают свой дом, чтобы он летом, осенью, зимой и весной был бы им родным домом. Всегда тепло им и удобно. И работают все. Здесь нету ни лодырей, никого. Все между ними как полная гармония. Как это для ученых тоже очень большая загадка такая. Но и как у пишущего человека у меня и аналогии, такая аналогия. Что люди, все вместе взятые, мы на этой земле тоже, вот как муравьи, создаем свой дом, копошимся, без остановки, без устали, а потом кто-то возьмет и так же, как этот муравейник разворошит палкой, так же и нас, живущих на земле, какую-то бучу поднимет, революцию или контрреволюцию, или Бог его знает, войну какую-нибудь, и все разбомбит, все в наше жилище, и надо начинать опять с нуля. И мы опять начинаем с чистого листа, и опять приходит какое-то кризисное время, и все время мы тоже как муравьи. Свой дом пытаемся благоустроить. И дай Бог этому муравейнику, чтобы его никто не повредил, чтобы они делали мирно свою им очень нужную работу. Zarni korje saicet кыдюйлы, кодас некодна кыдде спукты, то ли шойчины, то ли просто сыч. Сырчик первый, шпорки пупчис, кычпу драгнит и став нас радосла, кычпу вечка дес юрса асчис. Будмик совмигат, кос я буданчик, бидем бурщинман котка адчис. Хочется, чтобы с самых молодых лет заметили добрые глаза. Тогда и жизнь будет легче, и жить интереснее. И можно сказать, что такому человеку повезло. На всех нас, нам очень нужны добрые взгляды. Я стою возле березы, это олицетворение любви, чистых чувств, умыслов чистых. Да, любовь — это великая вещь, не вещь, а чувство великое.
в шутку Пушкин говорил: внимание женщин — единственная цель наших усилий. Но и он умел любить. А я бы хотел такое стихотворение прочесть. На слова этого стихотворения написана очень хорошая песня. Музыка композитора Аверина Михаила. Te minä molem, minä moid. Te shonde jugar sa asil, jenadje tename ogdoid. Ödlökseva чечка аслым, jenadje ышмывлам его. Друг шибыльтас и бока кежа. Но Юровичик мыв позвомитена кодвулака вежа. Кусь стихан дозмадно кут, месамен сомый сот тататче. Te minä molem, minä шуд. И чай-то ен мыстаес, адже. Любовь — это бесконечно, как вселенная. Вселенная, не знаешь ни конца, ни края, ничего. Это бесконечный мир чувств бесконечный. Вот то же самое лирический герой. У нее спрашивает: ты меня вечно будешь любить? Не знаю, она отвечает. Никому вечно ничего не обещаю. Пока, а там видно будет. Пока. Вот пока. Это слово «пока» мне понравилось. Пока-пока. Твержу. Пока-пока. Разлука будет очень нелегка. Ни встреч, ни расставаний, ни звонка, когда наступит время для «пока». Я человек, не создан на века, и на земле живу пока-пока. Поэтому хочу, чтобы никогда не наступало для любви «пока». Вот такой. Я думаю, что впереди есть еще время. Ну, как Бог даст, что я что-то еще успею сделать. Планы есть. Есть планы. Это именно эпохальное. Мое желание такое, что коми надо вылезать нам из своих, нор, что ли, выходить на европейский простор. Мы европейская нация. И надо, чтобы шире как-то жить. Звонче как-то надо жить нам. И с тем, чтобы... У нас богатая история. Но эта история, она замалчивалась. Об этом ничего. Но, оказывается, были такие герои, что наша история не беднее, чем история Эллады, история Рима. Поэтому это все надо восстановить. Потому что это все поднимает нашу республику, наш престиж. Но это в будущем. Я еще раз повторяю, если Богоми Енка Биич Ваичвичас, если Бог нас бережет, посчитает нужным, что это надо делать и даст мне возможность и время. Кывным миян, чорні тиганоли, кодырги жаркомия, и лыддян. Язвочени гортен сиес коле, чылым шанир, пуктыны век пыдде. Сие yiджисте чужан мушань, кынясчыд немте olan ытчыд. Тека бытте коми мортан шушан, коле медым тае, тыын тытчис. Вежа коми мунымлен ныв пиян, кывным миян шонды жирт конь мича, кутчиша маяскывье. Эпсие ашнымысна медчайона виче. Вот вокруг Парма, Парма, она источник нашей самобытности. Вот мы такие, потому что это шепот Пармы. Здесь наши сказки, здесь наши песни в Парме. Вот это Парма. Все наше, все то хорошее, что в нас пока есть, надо беречь. Вы заметили, когда снег, скажем, тает или где, он сначала тает в такой кружок вокруг дерева. У нас по мифологии даже деревья, они живые существа, живые, они дышат, они дают тепло. Это показывает, что снег вокруг них тает своим теплом. И каждое дерево, у каждого дерева по коми мифологии есть душа. И они помогают людям, скажем, береза дает силу, здоровье, надо прижаться так, подержать немного. У сосны тоже, у ели тоже, у осины
Они все союзники человека. Если не будет деревьев, одни пни будут торчать, так и от человечества такое тоже может пни останутся. Человек не может быть на земле одиноким. Ему, как воздух, нужны друзья, нужны товарищи, близкие по духу люди. У меня много друзей. К сожалению, многие из них уже ушли, закончили свою земную жизнь. Это очень жалко. Все меньше остается, особенно моих сверстников. И вывод-то такой один, я сам для себя сделал. Чем меньше твоих друзей, тем их надо ценить, дорожить ими. С годами становится видно их значение, каждого из них. Когда все вместе не думаешь об этом, вот на склоне лет где-то, это уже становится ясно. Когда их друзей-то становится меньше, и ты духовно как-то и физически уязвимый становишься. Поэтому друзей надо беречь. Те пырышмен, те йонак один пырышмен, и чужаныца чукар ясен тыр, корчужан шикта вола или карышме, те керка дошень локта, воча пыр. А сеща пупшам ыжит пузанцаями, ход гыбер корка пукавлим чойвов, а мама не умела тыр ваянин, метче случая, каяшин, дорог. Еще я, чулам, колем хатсы кайштылам, тачки чельбой, остопы ашисы, а щиктыш мунан луна, пара кажела, мой шуток коле сымна меликыл. В выступлениях я всегда заканчиваю, когда родители говорю, любите родителей, говорите им самые ласковые слова, если успеете. Потом будет поздно. Вот сейчас мне уже поздно. Я в свое время не сказал каких-то таких самых ласковых слов. А сейчас что? Сейчас родителей-то уже нету. Успевайте говорить родителям самое хорошее, чтобы они дольше жили, чтобы были счастливы, чтобы на вас смотрели с любовью и с уважением. Желаю вам, дорогие друзья, конечно, здоровья, оптимизма и осуществления своих всех самых лучших желаний. И о том, чтобы все вы нашли свое место под солнцем, то место, которое приносит и людям добро, и вам самим добро. В ваше сердце лежит. Занимайтесь вашей любимой работой. Когда я в летнем университете первые занятия провожу, всегда обращаюсь к учащимся, к будущим поэтам, писателям, вот с таким разговором о том, что много предметов в школе, но один предмет вы не изучаете, а это самый важный предмет. Вы должны изучить самих себя, к чему вы больше всего подходите, что вы можете делать лучше всех. Если вы поймете это и доберетесь до этой, то что вы будете, несмотря на часы, уходить с работы, приходить и так далее, даете себе все в работе, вы будете счастливы. Говорят, счастье, когда утром хочется на работу, вечером домой. Желаю вам счастья.